Как у каждого живописца есть свой Париж, так у каждого абхазского художника свой Сухум. Город, где традиции живописи формировались с XIX века. Место, куда приезжали великие русские классики – Айвазовский, Репин, Верещагин и многие другие. Город души, Сухум, всегда занимал большое место в творчестве художников, когда-либо побывавших здесь. Виды набережной, морские пейзажи, старинные улочки, гигантские эвкалипты и пальмы. Так выглядит Сухум глазами абхазских художников второй половины XX века, а также современных авторов. Целая серия работ посвящена знаменитому кафе «Амра», знаковому месту для всех сухумчан, ставшему своеобразным символом расцвета абхазской культуры. Именно здесь собирались представители творческой интеллигенции – Фазиль Искандер, Даур Зантария, Адгур Иналы, Памущни Хварские и многие другие. Еще одним известным завсегдатаем Амры был художник Александр Семенцов. Часть работ живописца, к сожалению, погибла во время войны. Оставшиеся картины бережно хранит его дочь Елена. Я характеризую эту работу как такой нежный розовый период папы, потому что, не скрою, я родилась, и у папы, когда дети рождаются, такая нежность, разливается такое счастье. Кстати, был очень такой недавно на этой выставке интересный момент, когда пришли зрители, мы буквально вот так вчетвером выстроились вокруг этой работы, и каждый рассказывал, что он думает об этой работе, какие ощущения. И вдруг мы поняли, что мы так же, как и они, смотрим, наверное, в какое-то будущее невероятно светлое, потому что оно наполнено голубыми такими тонами, такими нежными, белыми, бежевыми. Помимо картин, на выставке можно увидеть стенды с текстами русских писателей, которые бывали в городе на рубеже XIX и XX веков. Еще один интересный экспонат – работа сухумской художницы Людмилы Будяк. Керамическая тарелка «Моя Абхазия» объединяет все знаковые места столицы. Керамическая тарелка «Моя Абхазия» изготовлена на Конаковском заводе, это Подмосковье, под вдохновением нашего города, любви к городу. Я использовала вот эти колонны, которые на фуникулере, и вписала туда виды наши, вот вокзал, Чанка театр, там горсовет, как бы общее обозрение нашего города. Изготовлена из фаянса, подглазурная роспись. В день закрытия экспозицию посетили ученики Сухумского художественного училища, детского дома творчества «Айнар», воспитанники школ и интернатов республики. Юная Милена Григолия учится в школе-интернате в селе Колдохара. Она не смогла пропустить последний день выставки, ведь ей давно нравится рисовать. В будущем Милена планирует связать жизнь именно с этой профессией. Мне сильно нравится рисовать одной в тишине, где мне никто не мешает. Мне понравилась работа Патала Джопу. Его работа мне очень сильно нравится. Мне понравился вопрос, задала девушка вопрос, что вы чувствуете, когда вы рисуете, любите ли вы, с душой ли рисуете ли вы. Самым интересным моментом мероприятия стал творческий диалог авторов работ со зрителями. После беседы некоторые из юных художников решили попытаться скопировать понравившиеся картины. Я хожу в школу Айнар уже 2 года, и мне очень нравится рисовать. Это очень интересно, увлекательно. Я взяла принадлежности художественные, и я буду рисовать копии этих картин, они мне очень понравились. Выставка «Сухум. Праздник, который всегда с тобой» была открыта в Центральном выставочном зале 3 июля. За это время ее посетило немало любителей живописи. Несомненно, экспозиция стала заметным событием культурной жизни столицы и запомнилась множеству зрителей. Эсма Голанзе, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.